Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода, без передачи им недвижимости. При этом это жилье должно оставаться в публичной собственности. Соответствующее поручение глава государства дал в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Правительство вместе с высшими должностными лицами должно подготовить указанные президентом механизмы до 10 октября 2019 года. Кроме того, президент поручил представить предложение о целесообразности ограничения однократных бюджетных субсидий, которые предоставляются гражданам для выплаты первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам. По данному вопросу правительство должно отчитаться до 1 сентября 2019 года. Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года. Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране – 47 657 рублей и более приближено к реальной зарплате значительной части населения. Среди регионов с самым высоким уровнем зарплат оказались Чукотка, Магаданская область, Москва, Сахалин, Камчатка, Тюмень и Республика Саха-Якутия. У нас средний показатель зарплаты – 56 860 рублей. Группа депутатов Госдумы внесла поправки ко второму чтению в законопроект об ужесточении ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами. Предполагается, что штраф для авиакомпаний за задержку багажа или вылета воздушного судна может составить 3% от стоимости билета за каждый час опоздания. При этом депутаты впервые предлагают внести такую же ответственность за просрочку доставки багажа. Согласно этому предложению, пассажир также вправе потребовать от перевозчика возмещения ему убытков, причиненных в связи с просрочкой его доставки или багажа в пункт назначения в полном объеме сверх предусмотренного штрафа. А тем временем уже другая группа депутатов Госдумы внесла в Нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также штрафы за нарушение этой нормы. По мнению авторов, законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей. Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока обсудят на выездной сессии Восточного экономического форума, которая пройдет в Якутске с 29 по 30 июля. Участники сессии обсудят кредитование регионов и организаций многосторонними банками развития, рассмотрят проблемы и перспективы реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке с участием международных финансовых организаций. Еще одной темой дискуссии станет создание новых инструментов для привлечения иностранного капитала в проекты на территории макрорегиона. В мероприятии примут участие представители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, международных финансовых и консалтинговых организаций, а также руководители регионов Дальнего Востока. Организаторами мероприятия выступает правительство Якутии, Минвостокразвития России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и фонд Росконгресс. Ряду районов Якутии грозит дефицит кормов, сообщил министр сельского хозяйства республики Александр Атласов на совещании в рамках рабочей поездки главы Якутии Айсена Николаева в Верхневилюйский и Нюрбинский районы. Всего Якутия планирует заготовить в этом сезоне 479 тысяч тонн сена, 24 тысячи тонн силоса и 14 тонн сенажа. Кормозаготовительную кампанию планируется завершить в середине сентября. По словам Атласова, дефицит кормов ожидается в Мегино-Кангаласском, Намском и Усть-Алданском районах. Однако наиболее сложная обстановка сложилась в Верхоянском районе, где из-за лесных пожаров объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из запланированных 11 тысяч тонн район прогнозирует заготовить 4,4 тысячи тонн кормов. По итогам совещания Айсен Николаев дал работникам сельского хозяйства ряд поручений по формированию резервного фонда кормов для районов, где ожидается дефицит, и организации заготовки грубых кормов и подготовки мобильных бригад. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.